нас в квартире газ, но не совсем в квартире, а в частном домовладении. И не совсем законный. Здесь по улице Западная в районе новостроек жильцы не успели толком обжиться, но уже самовольно подключились к системе газоснабжения. Закрывать глаза на нарушения, выявленные в ходе рейдового мероприятия, газовики не собираются. Абонент подключился, но он лицевого счета в базе данных АИС нет у него. И договорные отношения с «Газпром» Межрегионгаз не заключал. Демонтаж незаконных подключений к газовым сетям может быть проведен и без присутствия хозяев дома. Тем более, что очень часто оказывается, в кавычках, никого дома нет. В одних случаях граждане самовольно подключились к системе газоснабжения после отключения из-за долгов. В другой раз это может оказаться незаконная врезка частного лица, не оформившего потребительский договор с газовыми службами. Кто у них абонент с законными правами на газ, а кто просто подворовывает, не желая платить за используемые энергоресурсы, знает каждый местный контролер. Вся информация у них всегда с собой. Базы данных этого дома нет в списках. То есть контракт с ними не заключен? Нет, договора мы не заключили, потому что в доме нету, правда сказать. Я их не могу поймать. В ходе рейда внимание газовых служб привлекла некая странная конструкция, явно кустарного производства. Ее они обнаружили во дворе новоявленного соседа, семьи Гетагажевых. Оно было демонтировано за 2 минуты. Я абоненты, да, пример газ, свет, шихашин, ждина, науж, вот хер, Нужно отметить, что рейдовые мероприятия по выявлению таких нарушителей в первую очередь направлены на их же безопасность, делятся специалисты Межрегионгаз Назрань. Взрывы бытового газа, многочисленные пожары и другие аварийные ситуации, не исключающие жертвы среди населения, являются последствиями такого рукоделия и слишком часто мелькают в новостных сводках. Всего за 2019 год было отключено 369 незаконных врезок. С начала 2020 года было выявлено и отрезано более 60 абонентов, которые незаконно подключились к газовым сетям. Это делается для уменьшения потерь газа, а также для безопасности самих потребителей, потому что они подключаются, но они не знают о правилах безопасности. Соответственно, там нужно проводить технические работы для предотвращения летального исхода. Незаконный газ доходит жол метигмиет, а цагдагу алхамду отсюда тиша бомголица, незаконный газ доходит утечь халучи, угар халучи. По словам газовиков, простые жители в основном относятся к их работе с пониманием. Фирдос Миржоева поселилась здесь в 2016 году. С того времени она характеризуется как добропорядочный газопотребитель. Своим мнением о нарушителях 60-летняя пенсионерка поделилась охотно. Пускай оплачивает. Есть такие люди, которые получают пособие, безработица, ни копейку не платят. А пенсионеры всегда исправленно платят. Пускай те тоже оплачивают. Они воруют чужое. За них никто не обязан платить. Составлены акты передачи материалов в правоохранительные органы. Итог таких нарушений: за самовольное подключение к газосетям им грозит уголовная ответственность и штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет при совершении аналогичного деяния повторно. Лена Цичоева, Адам Мережков, Магомед Дидигов. Новости 24.